эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. В Якутии продолжается борьба с лесными пожарами. На помощь пришли федеральные силы. 50 новых случаев коронавируса в Якутии. Власти призывают жителей республики соблюдать масочный режим. 67 регионов нашей страны уже доступны для туристов. Планируют ли москвичи посетить Якутию после снятия ограничений? «90 парашютистов-десантников Тюменской и Ханты-Мансийской авиалесоохраны сегодня прибыли в Якутию для тушения лесных пожаров. Накануне в регионе был введен режим ЧС. Причины труднодоступных и чрезвычайно удаленных лесных пожаров – жара, порывистый ветер и сухие грозы. В июне, например, в Верхоянске был установлен заполярный рекорд жары. Температура воздуха поднималась до плюс 38 градусов. И, к сожалению, в течение июля погода не изменится. К слову, режим ЧС действует и в ряде других регионов России. До конца недели правительством страны будет решен вопрос о выделении этим субъектам дополнительного финансирования. Сегодня мы с вами убываем в Якутск. Задача простая. Обстановка в Якутии сложная, большое количество пожаров, большое количество площадей. Почему работа будет на удаленке? Поэтому авиалесоохрана вперед в бой. Главная задача – требования безопасности, чтобы все живые и здоровые остались. Ну и вторая главная задача – максимально выложиться в локализации, ликвидации пожаров. И, как стало известно, 40 лесных пожарных из Тюменской авиалесоохраны доехали до Бердигистяха. Более 20 воздушных пожарных Ханты-Мансийской авиалесоохраны тушат пожары в Хангаласском районе. Еще 29 работают в Татинском районе. В Хангаласском районе продолжают действовать два режима повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса и особый противопожарный. Подробнее о том, что можно делать жителям района, а что нельзя в эти периоды, расскажет Виолетта Засимова. Со вчерашнего дня в Покровске отменен режим полной самоизоляции, который действовал с 12 мая. Заработали торговые центры, но соблюдение в них социального дистанцирования и масочного режима все еще необходимо. До 14 июля на территории Улуса действует режим повышенной готовности. В торговых точках работники должны быть в масках и перчатках. На рабочих местах должна проводиться термометрия работников. Совещания должны проводиться в онлайн-режиме. А где есть такая возможность, работа должна быть дистанционной. Выходя на улицы, находясь в общественных местах, все граждане обязаны носить маски и соблюдать социальное дистанцирование. Люди старше 65 лет и граждане с хроническими иммуносупрессивными заболеваниями должны сидеть дома. Теперь можно проводить мероприятия с численностью не более 50 человек, но лишь в тех населенных пунктах, которые не имеют круглогодичного автотранспортного сообщения. Это села Едяй, Исит, Кытылджура, Нохорой, Синск, Тайонары, Тумул, Хараялах, Чкалов. В остальных населенных пунктах Улуса проведение мероприятий запрещено. С 28 июня на территории района действует особый противопожарный режим. В настоящий момент огнеборцы тушат 3 лесных пожара на площади 216 гектаров. На помощь к якутским коллегам прибыли пожарные из Ханты-Мансийского автономного округа в количестве 21 человека и уже участвуют в тушении. Помимо этого, еще 2 пожара локализованы и близки к ликвидации в ресурсном резервате Джерано и на территории федерального парка Ленские столбы. В период действия особого противопожарного режима запрещено посещать лесные массивы, охотиться, рыбачить, пользоваться мангалами и разводить костры. Настоятельная просьба всем отдыхающим не посещать наш Улус до нормализации противопожарной обстановки. Берегите себя и близких. В связи с непростой лесопожарной обстановкой на территории района на въездах в лесные массивы установлены предупредительные аншлаги. Некоторые лесные дороги перекрыты шлагбаумами. В выходные дни будут выставлены посты. Противопожарный режим будет действовать до особого распоряжения главы района. Виолетта Засимова, Хангаласский Улус.
Нефтяные пятна обнаружили на реке Лени у села Солянка Алекминского района. Примерная площадь нефтяной пленки 60 квадратных метров. Экологи устанавливают источник загрязнения воды при визуальном осмотре переходов магистрального газопровода «Сила Сибири» и нефтепровода «Восточная Сибирь» Тихий океан. Установлено, что на поверхности воды отсутствуют нефтяные пятна. Также не обнаружено следов утечки и пятен возле судов «Чароид» и «Геокриолог». Однако присутствовал характерный запах нефтепродуктов. Пробы воды отобраны и переданы на экологическую экспертизу. 50 новых случаев коронавируса выявили в Якутии за минувшие сутки. Больше всего заболевших по-прежнему в столице региона – 41 человек, 3 в Мирнинском районе, по 2 заболевших в Нюрнбергском и Амгинском районах. 31 пациент находится в тяжелом состоянии, 8 больных подключены к аппарату ИВЛ. Всего на 3 июля в Якутии зарегистрировано 4365 случаев COVID-19. У нас со 2 числа снят ряд ограничений. Работают торговые центры, летние кафе. Начал работать водный транспорт и автомобильный транспорт на перевозку пассажиров между районами. Конечно же, увеличивается контактность между людьми. И настоятельно рекомендую жителям республики соблюдать масочный режим, а также социальное дистанцирование. Это очень важно. Также местным администрациям всем и отраслевым министерствам, конечно, надо усилить контроль за работой объектов торговли и сферы услуг, соблюдение, опять же, продавцами всех тех требований, которые на сегодняшний день действуют по линии Роспотребнадзора. Прошу также граждан на такие случаи очень четко реагировать и давать сообщения по горячим линиям по борьбе с коронавирусом или управлению Роспотребнадзора, местной администрации для принятия мер. В целом, я считаю, что у нас ситуация стабильная. Мы, как и предполагали, что вот заболеваемость по республике в пределах 40-50, она в эти дни будет стоять, колебаться. Ну, дальше, надеемся, все-таки пойдет уже дальнейший плавный спад. Ситуация с распространением COVID-19 стабилизируется в Вилюйском районе. На сегодняшний день с медицинского наблюдения сняты более 90 контактных лиц. В инфекционном отделении проходит лечение 7 больных. За весь период пандемии коронавирусной инфекцией заболели 17 человек. Решением оперативного штаба у нас продлевается работа дежурного сада в городе Вилюйске на июль месяц. Пока летние лагеря мы не открываем, они будут работать в дистанционной форме. Насчет торговых точек, то все торговые точки, они работают в штатном режиме, но введены санитарные часы ежедневные, которые предприниматели должны провести 2 раза в день. Также мы пока не открываем стадионы, общепиты, кинотеатры до полной стабилизации эпидситуации в нашем районе. 6 июля заработают библиотеки республики. Эти учреждения попали во второй этап снятия ограничительных мер, которые были введены из-за коронавируса. Уже известно, что ограничений по времени работы не будет. Какие услуги можно будет получить в библиотеках после их открытия и как они пережили пандемию, расскажет Дмитрий Тымыров. Разметка социального дистанцирования, средства индивидуальной защиты и инструктажи для читателей. В Национальной библиотеке республики в эти дни полным ходом идет работа по подготовке к открытию учреждения. С 6 июля библиотека наша открывается, но она пока будет работать в ограниченном режиме. У нас на первое время будет работать сектор электронных услуг, который предоставляет населению консультационную помощь в получении услуг через порталы государственных услуг. Да? Это Е-Якутия, госуслуги и так далее. Кроме этого, у нас будет работать абонемент, где читатели могут взять по предварительному заказу книги. Вся книжная продукция библиотеки во время пандемии прошла дезинфекцию. Эта работа продолжится и после открытия. И все книги проходят обязательный карантин. То есть в течение 5 дней они проходят дезинфекцию в специальной комнате и только после этого имеют право стоять обратно на полке. У нас в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, в том числе для библиотек, уже разработаны они на уровне Российской Федерации. Это обязательное ношение перчаток, масок при входе в библиотеку, обязательная дезинфекция рук
И на первых порах мы ограничили пребывание посетителей библиотеки до получаса. Эти и другие меры безопасности будут соблюдены до улучшения эпидемиологической ситуации в регионе. Так же, как сообщило руководство учреждения, продолжится работа по поддержке республиканских сетей библиотек, вопросы реализации в регионе федерального проекта «Культура». И эта работа будет возобновлена. В этом году у нас отбор прошли 2 заявки, то есть в этом году реализуются 2 библиотеки. Это филиал «Созвездие» централизованной библиотечной системы города Якутска. 5 миллионов рублей они тоже получили, сейчас вот проект реализуется. И детская библиотека централизованной библиотечной системы Булунского района. Они тоже получили 5 миллионов рублей из федерального бюджета. Но за эти деньги вот тоже проводятся мероприятия по текущему ремонту, обновление фондов будет, приобретение оборудования, повышение квалификации сотрудников будет за эти деньги проведено. В целом, Национальная библиотека республики во время пандемии не приостановила работу. Тогда они просто перешли на дистанционный режим. И вот сейчас готовится выйти на обычный режим работы. На втором этапе мы планируем, что будут открытие читальных залов. Тоже к этому идет плотная подготовка, разработана вся документация. Все дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты закуплены. Сотрудники проходят инструктаж по работе. Между тем, сотрудники библиотеки сообщают, что открыта предварительная запись на посещение учреждения, именно абонентского отдела. Запись ведется на официальном сайте библиотеки и по номеру телефона 455 855. Дмитрий Тымыров, Григорий Николаев, Якутск. Новая спортивно-игровая площадка появилась в селе Новый Тампонского района. Объект, которого так ждали маленькие жители села, появился благодаря республиканскому конкурсу «Моя площадка». Подробности у Марии Винокуровой. Вся детвора и родители с нетерпением ждали ввода новой многофункциональной игровой площадки. Такой большой, яркий и полезный комплекс стоимостью 1 миллион рублей – настоящий подарок для жителей маленького Ингинского наслега, где проживает порядка 400 человек. В прошлом году, в ноябре, наш наслег участвовал в республиканском конкурсе на создание условий досуга и всестороннего развития детей «Моя площадка». И получили такой замечательный игровой комплекс. Дети и родители очень довольны. Привезли детский игровой комплекс еще по зимнику, а в июне волонтеры села установили ее своими силами. Работы начались месяц назад. Вот. За 2 недели закончили. Работало в основном 4 человека. Далее предстоит провести работы по ограждению и освещению территории комплекса. Но уже сегодня это лучшее место для игр юных ингинцев. Площадка очень веселая, крутая площадка. Мне нравится этой площадке играть. Раньше была площадка старая, маленькая, а сейчас большая и веселая. Всего в рамках конкурса в республике планируется реализация 11 проектов с установкой детских игровых комплексов. Мария Винокурова, Тампонский район. Сезон отпусков в самом разгаре, и многие россияне сейчас находятся в раздумьях, куда поехать, какой регион посетить. Тем более, что с начала июля 67 регионов нашей страны уже стали доступны для туристов. О том, как и где москвичи собираются провести постпандемическое лето 2020 в материале Айсены Бурнашовой. По данным Ростуризма, в топе наиболее привлекательных регионов для внутреннего туризма первую строчку занимает Краснодарский край. Лазурный берег, бескрайние пляжи и ласковое море. Многие москвичи уже планируют провести свой отпуск именно там. Как относитесь к внутреннему туризму? Очень положительно, советую многим. Просто я думаю, что в этом году очень много количества народу будет отдыхать у нас на Черном море. А еще Крым, Калининград, Карелия, Алтай, Хакасия. Всего 67 субъектов страны уже готовы принимать гостей из других регионов. Естественно, с соблюдением всех необходимых правил безопасности. При этом, как отмечают сами жители столицы, эпидемиологическая обстановка в стране улучшается. И это подстегивает их быстрее паковать чемоданы. У нас страна большая. Я считаю, что можно и у нас в стране многое что посмотреть. Я честно говоря, дальше Урала нигде не был. Хочется в том числе и в Якутии, возможно, побывать, на Дальнем Востоке. Сейчас
отличная возможность для этого, я считаю. Природа Якутии, многовековая культура и традиции республики всегда привлекали туристов из самых разных уголков мира. Этот год не исключение. Туристы готовы ехать в регион и с нетерпением ждут открытия якутского тур-направления. Наверное, съездить надо когда-нибудь, но пока не был. А внутренний туризм – это очень хорошо. Почему бы нет? Ну, может быть, интересно. Я вообще по всей нашей стране с удовольствием езжу. Якутия у меня ассоциируется с какими-то такими большими шикарными мехами, вот, с собачками, с оленями. Это прям очень красиво, я смотрю все время, мне прям хочется там побывать. Если ситуация с коронавирусом в Якутии стабилизируется и количество больных сократится, то через 2 недели республика выйдет уже на 3-й этап снятия ограничений. Возможно, именно тогда и можно будет говорить о запуске туризма в республике. Москвичи готовы ждать. Тем более, по данным Ростуризма, турсезон 2020 года в России продлится до глубокой осени. Время еще есть. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. Уже завтра состоятся конные скачки на призы главы Якутии Айсена Николаева. Соревнования пройдут на стадионе Арктического государственного агротехнологического университета при пустых трибунах. Телеканал НВК «Саха» проведет прямую трансляцию скачек. Начало в 9 часов утра. Также на телеканале «Якутия-24» вы сможете посмотреть прямую трансляцию скачек на призы главы Якутии. В этом году призовой фонд соревнований был увеличен и составил 5 миллионов рублей. К этой минуте у меня пока вся информация. Оставайтесь с нами.